Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бадра Гунба официально вступил в должность президента Абхазии. Российские пенсионные карты и водительские удостоверения граждане Абхазии смогут получать, не выезжая за пределы страны. Спикер парламента Лаша Ашуба встретился с депутатами Государственной Думы и председателем парламента Северной Осетии. Церемония передачи эстафеты Победы состоялась на КПП ПСО абхазо-российской границы. Бадра Гунба официально вступил в должность президента Абхазии. Инаугурация президента состоялась в Большом зале Кабинета министров в Сухуме. Она прошла в присутствии представителей законодательной, исполнительной, судебной ветви власти, членов ЦИК и многочисленных гостей. Вступительную речь на торжественной церемонии произнесет спикер парламента Лаша Ашуба. Затем Бадра Гунба принес присягу на верность народу. Репортаж Гугусы Вардания. По традиции, инаугурация президента проходит в самом сердце столицы, в здании Кабинета министров по улице Лакоба. Чтобы принять участие в историческом событии, в Абхазию приехали десятки гостей из разных стран и городов. Я приехала на инаугурацию, я очень рада находиться на этой красивой стране. Что пожелаете сегодня нашей стране и нашему президенту? Что все было очень хорошо, что справедливо, что люди жили спокойно, в мир и добровольно. Как вы видите дальнейшее развитие отношений между нашими двумя странами? Все очень хорошо, каждый день лучше и лучше. Я посол Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации по совместительству в Республике Абхазия. Мы очень рады находиться здесь в такой важный момент и участвовать в инаугурации президента Бадры Гунбы. И из того, что я могу пожелать, это, наверное, солидарности и сплоченности, чтобы это правление было удачным. Мы всегда будем за то, чтобы наши отношения развивались взаимовыгодно и взаимодополняли друг друга. Для меня сегодня большая честь присутствовать на этом торжественном мероприятии и выполнить очень приятную для себя миссию от имени руководства республики, меня, Сергея Ивановича, от всего многонационального народа Осетии передать слова поздравления уважаемому Бадру Зурабовичу Гунба с вступлением в должность президента Абхазии. Его убедительная победа на выборах свидетельствует о высоких профессиональных, лидерских, человеческих качествах и твердой поддержке народа Абхазии. Президенту от всех жителей Нижегородской области, Нижнего Новгорода, от губернатора Глеба Сергеевича Никитина, от себя лично хочу пожелать сил на этом нелегком, но очень нужном пути и во всей его деятельности на благо жителей Абхазии. Предстоит очень большая работа, и Нижний Новгород, как город-побратим Сухума в этой работе, конечно, будет принимать участие. Мы давно сотрудничаем с Сухумом 14 лет, но вот в прошлом году с Бесланом Федоровичем Эшбой подписали соглашение о развитии побратимских отношений, которое, на мой взгляд, открывает новый этап развития двусторонних отношений. Вы сегодня прибыли на инаугурацию. Что пожелаете нашей стране, нашему президенту в будущем? В первую очередь мира. Это самое главное. Весь народ Абхазии поздравляем. Вот инаугурация нового президента. Дай Бог, чтобы с ним пришел мир, радость. Народ Абхазии, народ Южной Осетии, мы вместе прошли очень непростую историю. Заслуженно добились признания независимости со стороны Российской Федерации. И дальше движемся вместе. Сегодня мы очередной раз подтверждаем, что и самые тяжелые
периоды времени были рядом друг с другом. Ну и, соответственно, конечно, на таких мероприятиях считаем своим долгом тоже поприсутствовать, поздравить и вместе радоваться с нашими братьями, с нашими друзьями. Инаугурация президента Республики Абхазия началась в 12 часов в большом зале комплекса правительственных зданий в Сухуми. Официальную церемонию открыл спикер Народного собрания Лаша Ашуба. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и избирательным законодательством в нашей стране состоялись выборы президента Республики Абхазия. Они прошли в обстановке высокой активности избирателей в условиях политической конкуренции. Это подтверждено многочисленными международными наблюдателями, следившими за ходом избирательной кампании. Значимость и легитимность прошедших выборов подтверждает и то, что сегодня на торжественной церемонии вступления в должность президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба присутствуют высокие делегации. Затем избранный президент Бадра Гунба принес присягу всему многонациональному народу Абхазии. Епшо обряховка сатхазна садагала. Ян саду слухой. Сапсадгилы суажлары, рымацаурачы, амчи алшары сутырц. Спикер парламента Лаша Ашуба передал Бадре Гунба атрибуты власти, президентский штандарт, печать с изображением на ней государственного герба с надписью «Президент Республики Абхазия», шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего вооруженными силами, и национальный абхазский посох алабаща как символ государственной мудрости. С этого момента Бадра Гунба официально вступил в должность президента Республики Абхазия. Глава государства обратился к собравшимся с торжественной речью. Уважаемые соотечественники, дорогие гости, вступая в должность президента Республики Абхазия, осознавая масштаб ответственности, возлагаемой на меня, обращаюсь ко всем соотечественникам, независимо от национальной, религиозной принадлежности, политических взглядов и убеждений, со словами глубокой признательности за проявленную мудрость в период избирательной кампании. Несмотря на разногласия, которые периодически перерастали в острые политические конфликты, нам удалось сохранить стабильность в стране, удержать ситуацию в правовом поле, обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав. 2025 год президентом Абхазии объявлен годом великого абхазского лидера Владислава Ардзинба, под руководством которого абхазский народ выстоял в кровопролитной войне. Глава государства в своем выступлении рассказал и о роли второго президента Абхазии Сергея Багапш, при котором Россией был признан суверенитет республики и укреплены отношения с разными странами мира. В своем выступлении президент подчеркнул, что необходимо воспитывать и продвигать во власть активную и грамотную молодежь, создавать кадровый резерв для всех уровней государственного управления. Также Бадра Гунба заявил, что назрела необходимость реформы органов государственной власти и управления. В Абхазии создана комиссия по выработке предложений о поправках к Конституции. Президент намерен активно взаимодействовать с законодательной и судебной ветвями власти и работать над развитием социально ориентированного государства, в котором будут созданы условия для достойной жизни граждан нашей страны.
Большой зал Кабинета министров Абхазии собрал представителей со всех районов республики. Здесь видны общественные и политические, научные и культурные деятели. Поздравить главу государства и народ в республику приехали высокопоставленные гости. Среди них руководители стран, представители различных ветвей власти иностранных государств. Поздравительный адрес от президента России Владимира Путина зачитал первый заместитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Уважаемый Бадр Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочнению. Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. В Великой Отечественной войне особое неприходящее значение для нас имеет вклад абхазского народа, многонационального народа Абхазии в нашу общую победу. Отмечая важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю вас, Бадр Зурабович, принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть вас в российской столице в этот знаменательный день. С уважением, президент России Владимир Владимирович Путин. На торжественной церемонии в адрес нового главы государства и страны прозвучали десятки поздравлений. Все они о мире, процветании, спокойствии и единстве. 2 апреля 2025 года Абхазия вступила в новый политический цикл. Гугут Савардани, Алексея Гухова, Абхазское телевидение. Сегодняшний в этот торжественный день я хочу пожелать всему абхазскому народу больших перемен, процветания. Выборы закончены, и сегодня самый главный итог: вступает в должность новый президент республики. Безусловно, все страсти должны остаться во вчерашнем дне. Все должны, мне кажется, в Абхазии объединиться ради того, чтобы успех сопутствовал этой новой пятилетке. Один мой абхазский друг на вопрос российского журналиста, почему он называет сегодняшний день праздником, сказал, что для нас сегодняшний день инаугурации президента – это праздник надежды. И это действительно так. Это надежда на перемены к лучшему, на более стабильные, серьезные отношения с Российской Федерацией. Надежда на то, что безвременье окончательно ушло в прошлое. Дай Бог, чтобы эта надежда получила воплощение в жизнь. Я из Приднестровья, советник президента Прокудин Павел. Очень рад присутствовать на столь значимом событии для абхазского, братского для нас народа. Наша дружба очень давняя. Наши ребята защищали независимость Абхазии, есть погибшие. Поэтому это, наверное, больше, чем дружба. И присутствовать на таком мероприятии – это большая честь для нас. И мы думаем, что впереди нас ждут еще много ярких событий, и наша дружба только продолжится и укрепится. Сегодня присутствую здесь на инаугурации президента Бадра Зурабовича Гумба. Хочу пожелать будущему президенту процветания, терпения, сил, и чтобы рядом всегда стояли люди, которые будут поддерживать, будут рядом. Всего самого светлого, доброго, успехов, и чтобы
те цели и те задачи, которые хотелось бы реализовать, были достигнуты. Отношения между Россией и Абхазией, они имеют уже давнюю историю, и это братские отношения двух соседних стран. А для нас, для русских людей, Абхазия является такой гостеприимной, солнечной и местом, куда многие семьи ездят летом отдыхать. Поэтому очень важно, чтобы Абхазия развивалась, и Россия будет в этом помогать Абхазии. Проектов много, есть понимание, как двигаться. Помимо аэропорта, который даст возможность прямого доступа в республику, минуя, так сказать, все вот эти сложные погранпереходы, будет еще расширен погранпереход, запущено уже сейчас сообщение железнодорожное. И внутри страны, на мой взгляд, очень важно и строительство детской больницы, и многие другие проекты, которые были инициированы вместе с Россией. И я надеюсь, что они будут наглядно показывать вот наше сотрудничество, потому что люди верят же только делам. Вот важно, чтобы были дела. Калиматов Гелани Мухарбекович, депутат Народного собрания Республики Ингушетия. Хочу поздравить абхазский народ и Бадра Зурабовича. Бадр Зурабович, мы, как все понимаем, очень грамотный человек, правильный, уравновешенный. Я думаю, что у абхазского народа большое будущее. Приехали из Москвы, московская абхазская диаспора. Я очень надеюсь, что вновь избранный президент, команда управленческая, они привнесут развитие, привнесут какие-то новые настроения и новое развитие в республику. Очень на это рассчитываем, очень на это надеемся, как, я думаю, весь народ Абхазии. Очень надеюсь, что это будет этап созидания, этап очень упорного, целеустремленного труда. И что самое главное, что это будет этап, который объединит наше общество. Я желаю избранному президенту успехов, терпения, труда. Я думаю, новый глава Бадр Зурабович со всей ответственностью подойдет ко всем вопросам. И в первую очередь, конечно, это самое главное, это благосостояние нашего народа. Всем всего хорошего пожелаю, здоровья нашему народу и вновь избранному, и новому президенту нашей страны. Здоровья, благополучия, терпения. Хороший день, праздничный день, потому что народ изъявил свое мнение. Выборы президента прошли очень мирно. Хотя напряжение было, самое главное, вот сегодня мы услышали, что команда вся настроена на созидательный процесс. И мы надеемся, что в мире будет достигнут успех, будет качество жизни людей. А мы в этом будем помогать, будем успешно сотрудничать с Республикой Абхазия для того, чтобы экономика, культура, социальная история, гуманитарная мы будем продвигать вперед. Хочу пожелать нашему избранному президенту Бадре Зурабовичу Гумба здоровья крепкого и много сил, потому что ему предстоит огромная работа. Ему очень важна поддержка народа. Я надеюсь на то, что некоторая разобщенность, которая сейчас существует в нашей республике и между нашими людьми, между народом, сгладится со временем. И все мы будем делать очень важное и нужное дело для нашей страны. Соединять ее, объединять ее, развивать. Каждый будет носить свою посильную лепту. Я со своей стороны буду стараться развивать и вносить свою лепту в развитие культуры. Мы уже сегодня прорабатываем со стороны Ханты-Мансийского автономного округа Югры варианты организации постоянного авиасообщения. Сегодня прорабатываем в летний период времени совместно с Министерством транспорта Российской Федерации. Определяем ту компанию, которая готова будет осуществить перевозки в летний период времени для жителей Югры. Надеемся, что также и жители Абхазии смогут воспользоваться этим воздушным коридором для того, чтобы организовать качественный отдых. Более того, мы сегодня обсудили также вопросы, которые связаны с созданием условий для отдыха наших детей, оздоровления ребят. Хочу поздравить весь народ братской Абхазии с этим историческим событием. Хочу пожелать процветания, успехов братскому народу. Конечно, и поздравить вновь избранного президента Бадру Зурабовича и пожелать ему
оправдать все те надежды, которые возлагает на него народ Абхазии. То, что касается отношений. Народы Абхазии и народы Кабардино-Балкарии связаны историческими узами. И это уже многовековая история. И сегодня мы укрепляем эти отношения и на культурном уровне. То, что касается новых планов, новых проектов, которые мы хотим реализовать, конечно, это в первую очередь в гуманитарной сфере. То, что касается здравоохранения, образования. Здесь уже налажены определенные контакты, проекты и по поставкам медицинского оборудования, которое осуществляет Майский рентгензавод. Конечно, это и пищевая промышленность, это оборот розничной торговли по сельскохозяйственной продукции. Но мы хотим и дальше приумножать эти проекты именно в экономике. И сегодня будем как раз обсуждать и создадим комиссии, которые найдут точки соприкосновения по новым экономическим проектам, которые будут экономически выгодны и для народа Республики Абхазия, и для Кабардино-Балкарской Республики. Я хотел бы поздравить Бадру Зурабовича с вступлением в должность, с избранием президентом Республики Абхазия. То, что касается нашего сотрудничества, то Карачаево-Черкесская Республика, как неотъемлемая часть Российской Федерации, всецело поддерживает и экономическое, и культурное, и гуманитарное сотрудничество. И, в принципе, во всех сферах жизнедеятельности мы сотрудничаем. И уверен, что во взаимоотношениях между Республикой Абхазия и Карачаево-Черкесской Республикой есть еще очень огромный и большой потенциал, который мы обязательно реализовывать будем. После церемонии инаугурации президент Бадра Гунба провел встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов. Особое внимание уделили стратегическому партнерству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан, включая упрощение административных процедур. Это икона Иоанна Златоуста, да, великого святителя Абхазской земли. Для меня, знаете, такой тут особый символ есть, потому что горжусь тем, что Абхазия моя родина, но второй родиной для меня стал Нижний Новгород. Вот эту икону написали иконописцы Нижегородской области, Нижегородской епархии. Ну и видите, поскольку они знали, что она в подарок вам, видите, оклад сделан в цветах флага Республики Абхазия. Поэтому... Спасибо. Вы ментальностью близки к нам, родились и выросли здесь. Я знаю, что вы по достоинству оцените. Это абхазский нож с гравировкой целыми редкого белого буйвола, которого практически очень редко можно встретить. Это черный буйвол. Сочетание не дали такой красивый раскрас. Спасибо вам. Очень красиво. Спасибо. Спасибо вам. И, конечно же, мы хотим вас ожидать и в абхазском одеянии. Спасибо. Чтобы национальные элементы одежды у вас находились. Спасибо. Спасибо большое. Символ мудрости. Большая честь для меня. Спасибо. Получилась теплая, достойная церемония. Люди тепло встречали. Я вас поздравляю. Спасибо. Исторический момент. Находитесь здесь, рядом с нами, с народом Абхазии. Слава Богу, я очень этим горжусь, счастлив тем, что народ Абхазии вас знает, любит, ценит. Именно ваше присутствие придает особый шарм всей этой церемонии. Сергей Владимирович, пользуясь случаем, благодарю вас за все то, что вы делаете для нашей республики. Действительно, те социальные проекты, которые под вашим личным контролем осуществляются, они очень чувствительны для граждан нашей страны. И мы, безусловно, достигнем тех результатов, к которым стремился наш народ. Благодаря поддержке Российской Федерации, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, который реализовал многовековую мечту народа Абхазии, признав независимость нашей страны. И, конечно же, мы будем укреплять узы дружбы между народами России и Абхазии.
Спасибо вам большое. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он по итогам вашего визита тогда и вашей встречи выпустил целый перечень поручений всем министерствам и ведомствам. Ну вот, в принципе, выполнением этих поручений как раз стали подписанные решения по продлению сроков для водителей, автолюбителей Абхазии, позволяющие еще год по России ездить с правами Абхазии, возможность в упрощенной процедуре прямо здесь, никуда не выезжая, получить дополнение, еще и новые российские права. Это вот тоже решение по пенсионерам, гражданам Абхазии, это все-таки 23 тысячи человек, и тоже президент продлил возможность получать по старой схеме. Ну и спасибо, что оперативно откликнулся и Центральный банк Абхазии, и Сберегательный банк Абхазии. Они вместе с Промсвязьбанком сейчас выстроят возможность, когда пожилым людям не надо ехать куда-то далеко в Краснодарский край, они прямо здесь, дома могут оформить все необходимое для того, чтобы гарантированно получать пенсию. Также в перечне поручений президента России безусловное выполнение всех договоренностей, которые у вас в ходе встречи с ним были. Это и безусловный запуск аэропорта, и уже, в общем, полетов сама тут главное уже не запуск аэропорта, а запуск рейсовых полетов и железнодорожное сообщение. И, в общем, мы сегодня с вами говорили с утра по расширению морского сообщения. Мы явно ожидаем большой прирост туристического потока. Как мы с вами договаривались, я в Москве на прошлой неделе встречался со всеми туристическими компаниями, которые организовывают приезд российских туристов в Абхазию. Они тоже ждут существенного роста в этом году. Это и доходы бюджета, и выручка для бизнеса, рабочие места, налоги. Это, конечно, очень важные возможности. Ну и все, что связано с инфраструктурой, как вы с Владимиром Владимировичем говорили, по энергетике, есть соответствующее поручение о том, чтобы вместе посмотреть на программу развития электроэнергетики, потому что по вашему обращению президент России в этом году несколько раз добавлял гуманитарную поставку электроэнергии и в связи с низким уровнем воды весной на Индуре. Но, конечно, сейчас очень важно уже прямо сейчас начинать заниматься подготовкой к следующему, чтобы нам в следующую зиму не попадать в такую же ситуацию. Это требует подготовки уже прямо сейчас. Конечно, у нас продолжается работа по подготовке к 80-летию общей Великой Победы, поэтому денежные средства, выделенные президентом, мы с вашей помощью видим, что идет работа и по школам, и по всем селам Абхазии. Ну и, конечно, большой объем такой серьезной работы, связанной с инфраструктурой. Жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, очистные сооружения. То есть объем работы большой, но вот как в ходе тогда вашей встречи обсуждалось, и как мы с вами в Москве говорили, по поручению президента сейчас российские ведомства подняли весь опыт, который есть по такому партнерскому сотрудничеству между Россией и Белоруссией в рамках союзного государства. Поэтому за эти годы был отработан уже хороший механизм таких дорожных карт. Уже, в общем, понимаем, что хорошо получилось, понимаем, что где не получалось так, как хотелось, этот опыт тоже можно учесть. И мы тогда, как с вами говорили, по таким же похожим дорожным картам сможем после формирования вами правительства Абхазии начать прям постоянную работу каждого ведомства друг с другом. Спасибо. Это масштабная работа, которая направлена на созидание, улучшение качества жизни наших граждан. И, конечно же, мы намерены углублять наши партнерские взаимоотношения. Это очень важное направление. Вы совершенно правильно и справедливо отметили взаимодействие по всем сферам и направлениям. Это даст очень мощный толчок для развития, углубления этих взаимоотношений. Так что мы нацелены на работу. Спасибо вам огромное. Очень рады вас видеть в Абхазии. Спасибо. Ранее в ходе рабочей встречи Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили бесперебойные пенсионные выплаты в Абхазии и перспективы открытия отделения Промсвязьбанка в республике. Сергей Кириенко поддержал предложение Бадры Гунба об открытии в нашей стране филиала банка.
продлена возможность перечисления денег до 1 июля. У нас, по идее, 1 апреля должна была остановиться, но чтобы никого не подвести, из пенсионеров все-таки 23 тысячи получают в Абхазии российскую пенсию, поэтому до 1 июля ее продлили. Но вот за это время, то есть у нас с вами получается с 1 апреля по 1 июля, на самом деле максимум 3 месяца. За это время надо, чтобы каждый из 23 тысяч пенсионеров смог получить карту Сделаем мира. все возможное. Да, скорее... Если кто-то больной не сможет приехать, повезем, поедем на машинах, может их сюда привезем. Ну, нам скорее потребуется, наверное, нужна будет ваша помощь. Открываемся точно с Сухума, но дальше, конечно, надо по крупным городам такие точки хотя бы временно открывать. Может быть, не надо, чтобы они все 3 месяца действовали, какой-то график. Да, проблем нет, у нас есть 7 офисов, мы все организуем, все касается людей, где не хватает, наберем. Ну и, скорее всего, здесь потребуется, Владимир Владимирович, ваше поручение, чтобы можно было Сбербанк Абхазии и Промсвязьбанк, ну, прям какую-то дорожную карту сделали, потому что нам надо, знаете как, нам надо сделать так, чтобы пенсионеры карты получили, и никто не потерял ни на один день возможность получения пенсии, с другой стороны, чтобы, безусловно, было выполнено законодательство и Абхазии, и России. Да. Это сложная задача. Да, честно говоря, это сложная задача, но реализуемая. Да. Поэтому у нас указ президента на подписи, значит, все, он где-то, может быть, даже сегодня уже будет подписан разрешающий Промсвязьбанку. Ну, то есть это же просто, скорее, такой мобильный офис. То есть это остается отделение, зарегистрированное в Краснодарском крае, которому просто указом президента России разрешено часть своих сотрудников временно направить ближе к клиентам. То есть, ну, чтобы пенсионер не ехал к банку, банк приедет. Но дальше территория Абхазии – это ваше полномочия, поэтому здесь надо очень точно все синхронизировать, хорошо? Разве коллегам так что? Сергей Иванович, но есть такое предложение, вот заключить у нас межбанковское соглашение между Сбербанком и тогда это будет у нас в соответствии вообще с банковским законодательством и Абхазии. Мы как бы работаем с клиентами, это наша работа, мы понимаем, и в эти сроки как раз вот выполним поручение, которое... Хорошо. Ну, нам, смотрите, все-таки очень важно, чтобы точно соответствовало у нас по законодательству Абхазии, не может быть банковская деятельность иностранных банков. И мы нарушать это не должны никоим образом. Да. Поэтому это вот все-таки логика, банковскую деятельность на территории осуществляет Сбербанк Абхазии, а Промсвязьбанк только своих сотрудников сюда направляет для того, чтобы помочь клиентам, работающим на территории Абхазии, получить карту. Дальше, когда они деньги получили, они все делают через банковскую систему Абхазии. А вот эта разовая история, она, скорее всего, она дальше потеряет всякий смысл. Конечно, мы за 3 месяца должны успеть всем 23 тысячам карты выдать, ну и после этого уже вы с ними работаете в обычном режиме. Хочу еще раз поблагодарить вас от граждан нашей страны. Это действительно, это забота о гражданах. Очень тяжело пересекать границу, ездить, оформлять документы пенсионерам, конечно. И то, что это делается в рамках понимания того, что пожилым людям очень тяжело. Спасибо вам огромное. Я знаю, что за этой работой стоит колоссальный труд, подготовительная работа. Я думаю и уверен, что наши граждане по достоинству оценят то, что мы сегодня делаем. Спасибо вам. Спасибо, Батыр Журавович. Ну, это тот вопрос, который вы поднимали на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Нам президент дал очень жесткую команду по итогам вашей встречи, поэтому то, о чем вы договаривались с президентом России, безусловно, будет выполнено. Вам за гостеприимство спасибо. Полноценное авиасообщение с Абхазией начнется с 1 мая. Об этом журналистам рассказал первый зам руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Кириенко отметил, что решение о возобновлении авиасообщения было принято президентом России Владимиром Путиным. Сергей Кириенко также отметил, что с 1 мая также начнет курсировать электропоезд Сириус-Семилетинская долина-Сухум. Передвижение по территории России с абхазскими правами продлено на год. Сергей Кириенко и Бадра Гунба посетили управление ГАИ МВД Абхазии. Сергей Кириенко передал Бадре Гунба указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче водительских прав Российской Федерации гражданам Абхазии. Кроме того, теперь можно будет получить документ, не выезжая за пределы республики. Еще раз поблагодарить за всю ту работу, поддержку, которую вы оказываете. Действительно, она направлена на улучшение, в
том числе и качество жизни граждан, людей, граждан нашей страны, и поддержку нашего населения, в том числе те социальные направления, которые мы сегодня обсуждаем, в том числе и поддержка пенсионеров, поддержка людей, которые выезжают на территорию Российской Федерации, обмен удостоверений. Это очень чувствительные такие вопросы для наших людей. И то, что вы активно включились в поддержку этих вопросов, спасибо вам огромное. Все было очень сложно. Данная процедура очень сильно упростит и поможет нашим гражданам получить водительское удостоверение, в том числе, как мы обсуждали, если вопрос будет возникать получение внутренних паспортов, мы это все организуем. Хотим выразить вам огромную благодарность за ту работу. Мы, соответственно, с нашими коллегами во взаимодействии все будем делать в рабочем режиме, решать все вопросы. Действительно, спасибо президенту России. Это просьба, с которой вы обращались в ходе вашей встречи в марте месяце. Президент все необходимые поручения дал. И мы действительно вот эти два очень важных для жителей Абхазии вопроса. Значит, в первую очередь, конечно, пенсионеры, 23 тысячи пенсионеров, которые с 1 апреля могли уже попасть в ситуацию, что не смогут своевременно получить пенсию. Значит, решение президент принял, указ уже подписан, сегодня прям подписан указ. Значит, и спасибо, что оперативно сработал Центральный банк Абхазии, Сбербанк Абхазии, который в партнерстве с Промсвязьбанком России выстроил систему, в которой и в столице, в Сухуме, и в других городах соответствующие отделения. Президентом продлена возможность до 1 июля продолжать получать пенсию старым образом. Ну, соответственно, у нас 3 месяца, за которые все пенсионеры должны иметь возможность карточку МИР получить. Ну и дальше они спокойно через Сбербанк Абхазии и другие абхазские банки спокойно работают. А Промсвязьбанк тоже молодцы, они все-таки своих сотрудников готовы сюда временно отправить. Это не создание филиала, это просто командировка, то есть такой мобильный офис, то есть, ну, чтобы не пенсионеры ехали к банку, а банк приехал к пенсионерам и за 3 месяца все карточки им выдал. Ну и вот для всех водителей тоже говорили решение президента о том, что на год продлевается возможность по территории России свободно ездить по абхазским правам. Значит, и за этот год мы должны успеть получить новые права. Вот здесь действительно большая просьба, Роберт Витальевич об этом говорил, надо, конечно, чтобы все водители Абхазии об этом знали, чтобы они за год успели. И, знаете, здесь вот большая просьба. Президент Абхазии Бадр Гунба встретился со своим юго-осетинским коллегой Аланом Гаглоевым. Народы Абхазии и Южной Осетии объединяют общая история, общее стремление сохранить свою идентичность, культуру, самобытность, язык, отметил Бадр Гунба, приветствуя делегацию Братской Республики. В свою очередь Алан Гаглоев пожелал Бадре Гунба удачи во благо народа Абхазии, процветания и благополучия. Уважаемый Алан Эдуардович, дорогие братья, именно так я себе позволю назвать делегацию Южной Осетии. Действительно, нас с народом Южной Осетии объединяет общая история, общее стремление сохранить свою идентичность, культуру, самобытность, язык. И все это нас делает, безусловно, ближе. На протяжении десятков лет мы ценой жизни многих тысяч наших соотечественников сохранили и дали возможность поколениям жить и развиваться на своей земле. Уважаемый Алан Эдуардович, я искренне, как к своему старшему брату, отношусь к вам. Это теплота и уважение, которое сохраняется между нами, я уверен, будет передаваться и гражданам наших стран. Для нас очень важно, что в столь важный исторический день вы сегодня находитесь вместе с нами. Спасибо вам большое. Уважаемый Бадр Зурабович, дорогие коллеги, мы сегодня приехали в Братскую Республику на такое важное мероприятие. Посчитали своим долгом в обязательном порядке присутствовать на таком важном государственном мероприятии. Все помним прекрасно, внимательно отслеживали те процессы, которые в рамках предвыборной программы проходили на территории Абхазии. Предвыборные кампании
были непростые. Вместе с тем мы тоже вместе с вами внимательно отслеживали. И сегодня радуемся вместе с вами, то, что народ сделал свой выбор. Все прошло относительно спокойно. И мы сегодня были свидетелями, как избранный президент вступил в должность президента Республики Абхазия. Хотим искренне пожелать молодому президенту удачи, успехов во благо народа Абхазии, чтобы республика процветала, чтобы было над вами всегда мирное небо, чтобы мы всегда радовались успехам друг друга. Я сегодня, когда предоставили слово, поздравил вас от имени руководства республики, от имени народа республики, где было и отмечено, что мы вместе очень многое прошли, многие испытания нам пришлось вместе пройти. Были, конечно, потери, была кровь, были слезы, но мы вместе выстояли, заслуженно добились нашей независимости. И обязаны перед тем нашими старшими поколениями, которые нам передали сегодня управлять республикой, мы должны двигаться вместе, чтобы завтра передать нашим младшим поколениям еще республику и в плане безопасности, и в плане культуры, в плане развития здравоохранения и спорта на более высоком уровне. Приехали как к себе домой, к нашим братьям. Спасибо вам за теплое гостеприимство. И, пользуясь случаем, Бадра Зурабович, будем рады вас видеть в южной части Осетии. Бадрагунба также принял членов делегации, которые приехали на инаугурацию президента. Среди почетных гостей депутаты Государственной Думы России, главы регионов России, Краснодарского края, Северной Осетии, Алании, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ханты-Мансийского округа, послы республик Никарагуа и Венесуэла. Спикер парламента Лаша Ашуба провел встречи с вице-спикером Государственной Думы Петром Толстым, председателем Думского комитета по обороне Андреем Картополовым, председателем парламента Северной Осетии Теймуразом Тускаевым. Подробности встреч в материале Шазины Ханагуа. В начале встречи заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Петр Толстой поздравил народ Абхазии с инаугурацией президента и выразил благодарность за оказанный прием. Он также отметил, что парламент России заинтересован в тесном взаимодействии с абхазскими коллегами для дальнейшего развития Абхазии на благо всего многонационального народа республики. Вы, являясь гарантом стабильности, гарантом диалога внутри абхазского общества, действительно сыграли огромную роль в том, чтобы мы пришли к сегодняшнему праздничному для республики событию. Ну и позвольте вас заверить в том, что парламент Российской Федерации, в данном случае мы с Андреем Валерьевичем выступаем от Государственной Думы, но и наши коллеги от Совета Федерации тоже просили это передать, что мы всегда рядом и будем системно на такой постоянной основе взаимодействовать с вами для дальнейшего развития Абхазии на благо людей, которые живут в Абхазии, всего многонационального народа республики. Ну и Российская Федерация, конечно, взяла на себя определенные обязательства, которые мы будем выдерживать и которые мы будем нести. Ну а что касается межпарламентского сотрудничества, то еще раз хочу сказать, что мы всегда вас ждем в Москве. Будем обсуждать те решения, которые предстоит принять. Петр Толстой отметил важность сегодняшнего события и подчеркнул, что открыта новая страница в истории Абхазии. По его мнению, она должна быть позитивной для всех. Роль парламента очень важна.
Вы избраны народом Абхазии, вы являетесь главной, так сказать, законодательной и представительной властью в республике. И кому, как не вам, сесть вместе с представителями других течений, других взглядов и обсудить будущее. И мне кажется, что целый ряд проектов, которые Российская Федерация инициировала в Абхазии и помогает осуществить, мне кажется, что они тоже закладывают вот этот фундамент для того, чтобы молодые абхазы, которые получают образование, допустим, где-то в России, потом возвращались в Абхазию, работали на благо страны, и чтобы были такие проекты, которые объединяют всех. Мы всегда рядом с вами. Важно, чтобы в целом вот новая страница истории Абхазии, которая сегодня открыта, чтобы она была позитивной для всех. И для тех, кто голосовал за президента, и для тех, кто голосовал за другого кандидата, чтобы мы находили общие точки, которые могут сблизить, объединить абхазское общество. Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картополов также поздравил народ Абхазии со знаменательным событием. Пользуясь случаем, он отметил участие граждан нашей страны в специальной военной операции. Героические сыны Абхазии принимают участие в специальной военной операции, которую ведет Россия. И за это вот сердечный самый поклон и низкий поклон вам за то, что ваши ребята сражаются вместе с нами. Вместе с нами, со всей этой западной сволочью, с неонацизмом и ценой своей жизни в том числе. И вот, говоря о единении, сегодня фигура вновь избранного президента, кто вступил сегодня в должность после инаугурации, на мой взгляд, именно та, вокруг которой может объединиться весь народ Абхазии. И, конечно, в этом роль Народного собрания, безусловно, велика. Мы всегда были, есть и будем рядом. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба поблагодарил коллег за постоянное конструктивное взаимодействие. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества и совместных добрых дел. В истории парламентаризма России всегда, Государственная Дума была местом, где мы всегда могли находить поддержку, даже в самые сложные для Абхазии времена. И я благодарен тому, что и сегодня эти добрые традиции продолжаются. Спасибо за то, что приехали разделить радость, связанную с инаугурацией. Это торжество общенародное, общенациональное. Те вызовы, которые есть перед нами сегодня, они должны быть преодолены, конечно же. Я уверен, впереди у нас очень много совместных добрых дел. И, конечно же, как вот сказали коллеги, я рассчитываю на то, что это будет позитивная во всех отношениях история. Парламент Республики Абхазия приложит максимум усилий. Спикер парламента Лаша Ашуба также встретился с председателем парламента Республики Северная Осетия Алания Таймуразом Тускаевым. Приветствуя гостя, Лаша Ашуба подчеркнул, что у Абхазии и Северной Осетии давние дружественные связи. Мы с вами давно лично общаемся, знаем ваш огромный, богатый политический опыт в управлении республикой. Вы были премьер-министром республики, сейчас возглавляете парламент, готовы взаимодействовать. Я рад, что вы, как и ваши предшественники, продолжаете те добрые традиции, которые были заложены уже очень давно. Добро пожаловать! Приветствуем вас от имени депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Таймураз Тускаев выразил благодарность за приглашение посетить инаугурацию президента Республики Абхазия и отметил, что их приезд – отличная возможность обсудить различные направления сотрудничества республик, в частности, совместную работу ученых-историков Северной Осетии и Абхазии. Он также выразил готовность к развитию межпарламентских отношений по вопросам социально-экономической сферы и отметил продуктивность встреч депутатов на площадке Южно-Российской парламентской ассоциации. Народы Абхазии и Осетии связывают давние многовековые традиции. Очень важно, что наши ученые уже многие десятилетия проводят в том числе и совместные исследования
Я на встрече с президентом сказал, что в Осетии чтут не только в научной среде, но и в такой общей национальной среде, чтут имя выдающегося абхазского ученого Шалва Денисовича Инал-Ипа, чтут за его такой глубокий научный подход и интерес к растениеведению. И в своих работах он проводит очень интересные этнографические параллели, вековые абхазского и осетинского народа. Мы благодарим за совместную многолетнюю работу и с большим желанием будем взаимодействовать. Таймураз Тускаев пожелал Республике Абхазия процветания. Шазина Ханагу, Айнал Гвинджи, Абхазское телевидение. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили набережную Сухума. Им рассказали о планах восстановления набережной Диаскуров Татарстаном и Башкортостаном. В реконструкцию набережной входит строительство игровых комплексов, территорий для проведения различных мероприятий. Планируется уложить бетонную и тротуарную плитку, так как она более прочная, благоустроить велосипедную дорожку. Особое внимание будет уделено торговым павильонам. Проект создан местным молодым архитектором. Работы по реконструкции набережной Диаскуров планируется завершить к следующему курортному сезону. Сами работы начнутся осенью. Далее Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили Брехаловку и выпили по чашечке ароматного кофе и осмотрели причал. Сергей Кириенко осмотрел фасад многоквартирного дома, отремонтированного за счет средств Российской Федерации. Работы по ремонту девятиэтажного дома по улице Эшба, 185 начались 24 февраля текущего года и завершились 1 апреля. Репортаж Алики Трапш. Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко осмотрел фасад дома номер 185 по улице Эшба, который был отремонтирован за счет средств Российской Федерации. Ремонтные работы велись с применением новых технологий – полимер-цементных смесей, которые широко используются в Москве. Это позволило улучшить не только внешний облик дома, но и его технические характеристики – теплоизоляцию и шумоизоляцию. Покраску дома осуществили согласно колористическим решениям отдела архитектуры города Сухум. Повесили карнизы для кондиционеров и сейчас меняют плитку на переходный грунт. Плоскость фасада восстановили по современным технологиям, которые позволили нам улучшить не только визуально облик дома, но еще и повысить его эксплуатационные характеристики. Согласно колористическим решениям сделали выкрасы. Для удобства жителей мы дополнительно сделали козырек для того, чтобы во время... Не было, да? Не было. Площадь фасада многоквартирного дома номер 185 составляет 3600 квадратных метров, из которых 1280 было разрушено от попаданий снарядов во время Отечественной войны народа Абхазии. Теперь все это восстановлено и приведено в надлежащий вид. Работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства города Москвы. Жители дома номер 185 по улице Эшба выразили благодарность всем, кто принимал участие в ремонте. Ну и как оцениваете работу? Это просто неожиданно. И снег выпал, и мы говорим, мы как снег на голову не свалились. Но это просто Но это приятнее, чем снег. Жить хочется. Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство компании, которая занимается данными работами, отметить их высокий профессионализм. Ну, хорошо сделали, действительно. Отношение к нам, жителям. Огромное спасибо. И спасибо всем тем, кто принял в этом участие, принимал решения и поддержал нас в этом деле. В целом правительство Москвы взяло на себя финансирование ремонта фасадов 3 многоквартирных домов в Сухуме. На всех домах по завершению работ будут нанесены рисунки местных художников. На сегодняшний день на этом доме уже площадь подготовлена, на 2 других мы ее выровняли, по маякам выставили. Когда начнется? Я думаю, что на следующей неделе совершенно спокойно. Сюда определились, какая картина ложится? Определились местные... Нет картинки? Нет. Это занимаются местные ребята. Они... Ну, мы договаривались, что картина абхазских художников. Наша задача подготовить поверхность. Мы ее принесем. Хорошо. Она будет оштукатурена под маяки, совершенно ровная. Сергей Кириенко высоко оценил работу мастеров и выразил им благодарность. Алика Трапш, Камила Джопа, Абхазское телевидение.
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина абхазский боец Феликс Гвазава, погибший в зоне проведения специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Высокую награду брату погибшего воина Гиви Гвазава вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Бадрагунба и Сергей Кириенко посетили село Джирхуа Гудаутского района, возложили цветы к могиле Феликса Гвазава. Церемония передачи эстафеты Победы состоялась на КПП ПСО абхазо-российской границы. В ней приняли участие эстафетные группы погрануправления ФСБ России в Абхазии и погрануправления СГБ Республики. Старт международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы» состоялся 2 февраля, одновременно в Бресте и Мурманске. Она пройдет в 9 странах и завершится 28 мая в Москве у мемориала «Могила неизвестного солдата». В Абхазии эстафета будет проходить с 2 по 8 апреля. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 3 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза, туман, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 8-14, температура морской воды плюс 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.